Всем привет, мужики. Так, ну чё, сегодня работа кипит. Процентов так 70, в принципе, готово. Ну, посмотрим, если там свет, то все не помешает, успею закончить все. И еще один сделаю, представлю всех работ. Это будет перед заездом, надеюсь, успею. Коли не успею, сделаю в Москве. Без разницы. Ну вот, сегодня хочу представить бадаю гигантскую. Такой темняком. Одевается снизу. Ну что, положение было так. Вот. Босой. Якутский нож. Внутри деревяшечка. Мощная не сабля, а якутская бадай. Длинная. За всю историю моего творчества аж 24 сантиметра. Я до этого делал 23. Сейчас в разработке 22. Одну Дагестан отправил из Эльмакса, я посчитаю. На одну Дагестан отправил Раису, так, Риасу, Раис. Так, длина у нее, по-моему, была 21 с чем-то. И многократному чемпиону мира Лебедеву длина у него была 22. Но у нас сегодня рекордная длина 24. Силище. Протестировал. Если видно чуток горизонта и прямолиния, а вес идет сюда, грудинки. И обратите внимание, с обеих сторон узкая чуток. А тот раз был сверху только. Вот здесь было. И тут прямо было. На этот раз решил с обеих сторон. Почему? Все охотники, добытчики лосей добывают. Лося завалили. И у нас в народе, и у некоторых, наверное, знают, внутри бедренного костя есть очень вкусная вещь. Называется чанк. Чанк. По-русски переводится, я не знаю, честно говорю. Вот. И у оленя есть очень вкусная. Разделываешь тушу, мясо убираешь, и только кости бедренные остаются, передние, задние. И его надо рубить. Рубить надо там, где шишечки. Сегодня день водителя, ребята, поздравляю. И скажу на водительском жаргоне, там, где подшипники. Или можно говорить хрестовины. По водительскому базару. Вот. И там надо ударить по суставу. Удар пошел. В этой части работает. Ну, силище. Тут вес не маленький. Вот. Раз удар. Повернул. Второй удар.
сразу трещины идут. На костях трещины идут. А вот чтобы разбить посередине, ударяется не лезвием, а обухом для сохранения лезвия. Как известно, у каждого металла, у всех металлов в серединном мире есть предел. Предел прочности. Никакой там физики нету. Не будем учить химию сегодня, а просто логический опыт, надо сказать, древности работает обухом по костям. И вот разбилось тут, надо ударить по костям снизу, сверху повернул, и там открывается желанный чанка. Вкус бесподобный, особенно на природе, на фоне добычи. И у нас есть такой обычай. И вот так, для таких работ нужен обязательно бадай. Ножик по весу малой батьи и большой батьи, конечно, легкий. При транспортировке очень удобный. На спине, за спиной, то есть в районе копчика залезает. Ну вот такой он. Где-то он у меня всегда тут бывает. Тут подвешен. И внутри одежды. Ну, зимняя одежда чуть широка. И там она гуляет. Ну вот. Дожди, ничего не... Снег там мокрый. Ничего не будет гадить, испортить. Все в целости сохранится там. Можете так, можете сяк. И еще есть одна возможность. Дырочка. На бедро сразу параллельно можете сразу. Здорово, здорово. Можете сразу второй веревочкой отсюда прикрепить, чтобы не болталось. Впереди препятствие. Достали. Раз, раз. Обратно засунули. Ну, якутов тельняк исторически нету. Практически во всех. Разве что в БТЕ. Но исторические раскопки показали. Дерево дольше не живет 200 лет. Или даже 100 лет под землей. Так что только металлы. Но рисунком, судя по рисункам, темняка практически нет. Тем более бадая тоже нет. Но я чуток сегодня решил. Уважаемые господа, некоторые любят темняки. Подвесной ножик. Надо, прихватил сразу. Что ты тут делаешь? Ковыряешься. Какие-то вопросы сразу взял. Не надо там доставать ножны из ножен, то есть. Вот. Насчет ножен говорил. Внутри деревяшка. Один мощный удар. И щука капец. Вот, очень универсальная вещь. Погода тепло, 17 всего. Конечно, минус. Свет такой. Некоторые цвета в основном естественные. Округленность. Знаете для чего. Ну, что-то тут узко получилось. Ну, что охват был удобный. А если делать все прямолинейно, тут вообще охват будет маленьким, короткими пальцами. Маленьким охотником уже будет босой. Поэтому специально так сделано. Вот, сегодня про бадаи.
рассказал. Вот, тут будет конский волос, и тут сами какую-то веревочку или кожу прикрепите, если есть такая будет необходимость. Ничего, пока хвосты шушатся, пока ничего не могу представить вам на обзор сегодня в прямом эфире. Ну вот один маленький черныш шейник практически готов. Тут кожу натяну, чуток еще шкурочкой работаем. Да, сегодня много отзывов, много звонков, пишут почем, когда. Оказывается, много желающих приобрести малышей оказалось. Вот. Из-за рубежа чувак пишет, коллега натовский, что-то как хвалит и говорит самое интересное и в Инстаграме. И главное, опубликовал мои сегодняшние фотографии, там где 2 малыша, и себе Инстаграм поставил и говорит, это малый нож малого народа, который был репрессирован во времена СССР. Оказывается, зайки, я нам кое-что учат насчет репрессированной. Он что-то попутал. Да, была такая история, не отрицаю. Наверное, он хотел сказать, те, которые репрессированные, приехали на Колыму и так далее. Черт ее знает. Через переводчика покалякали тут чуток. И все. Ну вот, малыш в темном. И еще раз скажу всем желающим. Так, найдите друзей, разбудите их, пускай переедут, если вы не будете в Москве. Так, буду посыпать некоторые зарубежные клиенты. Уже у меня там друг, говорят, подойдет, говорит. Базара нет. Лучше ножи сразу первый день заберут, второй день уже будет половина, надеюсь. Ну а так, планы хорошие, оптимизм хороший, настроение боевое. На соревнованиях буду участвовать. И насколько мне известно, если не лукавят организаторы, в этом году будет тест на мясо. То, что мы любим. А обычно весной бывает, это я говорю про поварской ножик соревнования, весной бывает рыба. Ну, якутский ножик короткий для рыбы, для толку. Надо для такой рыбы толку балсу мызык. Вот. Мода я впервые вожу в этом году на выставке. Да и малышей в прошлый раз было мало. Вот я решил немножко приукрасить свой арсенал. Вот. Так. Для тех, кто хочет заказать, пишите через WhatsApp. Везде есть. И в интернете, в этом Инстаграме тоже есть все фотографии и видео. Вот. Некоторые видео, конечно, и общаюсь я в основном через WhatsApp. Большинство. Звонят, пишут, видеозвонки сразу. И так общаться с клиентом, во-первых, для вас, и в том числе и для меня, очень взаимно и очень хорошо. Сразу в прямом эфире из любого конца мира разговариваешь, сразу запечатлел. Ну, некоторые сами звонят, чтобы убедиться, что это я. Лицо хотят смотреть, наверное. Ну, очень хорошо так нынче. Связь такая. А былые времена там по письму
на почту. Письмо пришло, заказ есть, нет. Было. Вот такие вот пироги сегодня, ребята. Пойду посплю. Через часика так 5 снова бой. И завтрашний день очень важный. Надеюсь, завтра вечером тоже обзорчик сделаю. Будем в курсе. Всем пока.